Здравствуйте, в эфире новости экономики, в студии Евгений Боженко. На северо-востоке Якутии планируется создание еще одной территории опережающего развития. На создание новой ТОР потребуется привлечение десятков миллиардов рублей частных инвестиций. Об этом сообщил в программе «Актуальное интервью» на Якутия-24 исполняющий обязанности председателя правительства республики Владимир Солодов. По словам Солодова, в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с министром по развитию Дальнего Востока Российской Федерации Александром Козловым. В общей сложности в регион планируется привлечь около 27 миллиардов рублей частных средств и создать более 1700 рабочих мест. Для того, чтобы проекты стартовали быстрее, будет создан режим территории опережающего развития, который дает налоговые льготы и иные преференции, сказал Солодов. Наблюдательный совет Алроса согласовал основные параметры новой дивидендной политики компании. Новый подход предполагает изменение практики периодичности выплат до 2 раз в год за первое полугодие и за 12 месяцев года за вычетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие. По действующей в настоящий момент дивидендной политике дивиденды выплачиваются 1 раз в год по результатам деятельности компании за 12 месяцев. Новая редакция дивидендной политики с утвержденными на заседании наблюдательного совета параметрами будет представлена на утверждение наблюдательного же совета в сентябре 2018 года. Возмещение 15 миллиардов неучтенных расходов в бюджете Якутии будет возмещено из 3 источников. За счет оптимизации расходов, за счет работы с Министерством финансов Российской Федерации по получению дополнительных средств, а также средств от продажи акций Алроса Нюрба. Об этом сказал в Рио главы Якутии Айсен Николаев. Не учтено оказалось расходов на 15 миллиардов рублей. Мы уже примерно разбили этот дефицит на 3 равные части. В бюджете Якутии есть обязательные расходы, такие как, например, северный завоз, субсидирование предприятий ЖКХ. Но получилось, что значительная часть таких расходов оказалась не учтена, сказал Николаев. Власти России рассмотрят вопрос о продлении контрсанкций на 2019 год. Об этом заявил премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев на совещании по вопросам международной торговли. Как известно, нами введены ответные ограничительные меры в отношении ряда стран по определенным категориям товаров. Они сохраняют силу, и с учетом ранее принятых решений в Евросоюзе и в некоторых других странах нам нужно будет рассмотреть вопрос о продлении этих мер на следующий период. Я в данном случае имею в виду 2019 год, сказал глава правительства. Минэкономразвития подготовило и внесло в правительство России новый макропрогноз, которым ухудшило динамику роста ВВП России в 2018-2019 годах, а также заложило более высокие темпы роста инфляции из-за повышения налога на добавленную стоимость. Минэкономразвития также оценило влияние повышения НДС с 18 до 20% на инфляцию в 1,2% пункта. Причем 0,2% пункта добавятся к инфляции уже в текущем году. В 2018 году инфляция поднимется до 3% против 2,8% запланированных ранее. Основной эффект от повышения налога придется на январь 2019 года. С учетом новых условий прогноз по инфляции на 2019 год повышен с 4% до 4,3%. Прогноз роста ВВП в России в 2018 году ухудшен до 1,9% с 2,1%, а в 2019 году до 1,4% с 2,2%. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже в Лондоне выросла до $78,03 за баррель, свидетельствуют данные биржи. Последний раз цена нефти этого сорта находилась выше $78 за баррель 31 мая. Нефть дорожает на фоне снижения запасов этого топлива в Соединенных Штатах Америки. На этом фоне российская валюта перешла к росту к доллару и евро. В частности, курс доллара находится на уровне закрытия предыдущих торгов и составляет 63 рубля 2 копейки, а курс евро снизился на 35 копеек до 73 рублей 7 копеек. Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение в Государственную Думу законопроекты о реализации принципа одного окна при предоставлении годовой бухгалтерской отчетности. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров. Изменения коснутся федерального закона о бухгалтерском учете. Законопроектом предлагается обязать экономические субъекты предоставлять обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности только в налоговый орган в электронном виде, не предоставляя такую отчетность в орган государственной статистики. На этом все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.